Знаете, альхамдулилля, я умер. Я захотел записать небольшое видео для всех, кто поддерживал меня с самого первого дня и прошли этот путь со мной с самого начала. Пусть Аллах вознаградит всех вас. Иншаллах, вы продолжите поддерживать меня и мою организацию, иншаллах. Во-первых, небольшой совет братьям и сестрам. Вы видите, в этой жизни у нас были машины, у нас были деньги, у нас было все. Альхамдулилля, субханаллах. Много людей, пока я болел, присылали мне сообщения: «Брат, тебе гарантирован рай. Брат, ты сделал так много для общества и для уммы, но, субханаллах, это не стоит даже части благ, которыми одарил нас Аллах. Например, просыпаться утром и иметь возможность самим сходить в туалетную комнату. Я лишился этой возможности, лишился этого в конце моей жизни. Альхамдулилля. Валлахи, некоторым из нас не дается шанс от Аллаха Субханаху ва Тааля узнать, когда мы умрем. Некоторые, и даже многие из нас, умирают внезапно. Вы слышали про множество случаев, когда братья и сестры умерли в клубах от передозировки или тому подобное. Субханаллах. Поэтому при жизни, братья и сестры, старайтесь ставить цели, планы, создать проект, над которым будете работать. Даже если вы лично не занимаетесь, а финансируете проекты других, просто делайте что-нибудь. Валлахи, это понадобится вам в судный день. Братья и сестры, которые гонятся за мирской жизнью, валлахи, мой совет вам такой. Эта жизнь становится... Раньше мы говорили, 5 лет назад, 10 лет назад что-то происходило. Теперь все меняется каждый месяц. Валлахи, мы следуем нашим желаниям больше, чем мы следуем исламу в наше время. Мы должны быть осторожны, потому что, валлахи, это уже не шутки. Это влияет на наших детей, влияет на всех. Валлахи, иногда я просто сидел на кровати и плакал. Я хотел поддержки людей. А затем, субханаллах, Аллах отправил ко мне людей. Я никогда не думал, что они будут частью моей жизни или друзьями. Даже не знал, что они существуют. Когда я путешествовал, я встречался с людьми. Некоторые из них шли на многое, чтобы преодолеть расстояние из Дубая, Великобритании или других мест, чтобы навестить меня, когда я болел или лежал в больнице. Такова любовь ради всемогущего Аллаха Субханаху ва Тааля, без фотографий и подобного этому. Просто навещали, летели 14 часов, просто чтобы узнать, как я, Субханаллах. Для людей, которые больны, обеспокоены или переживают, я говорю вам, не волнуйтесь. Аллах Субханаху ва Тааля отправит вам людей, которых вы никогда не ожидали. Если вам действительно нужен кто-то, вам просто нужно довериться и положиться на Аллаха Субханаху ва Тааля. Небольшой совет для всех, иншаллах. Если вы можете вдохновить одного, двух, трех человек на что-то благое, помните, оказавшись в могиле, иншаллах, вы получите вознаграждение за все, что они сделали, за всех людей, которых они привели в ислам. Иншаллах, это поможет в судный день. Поэтому всегда старайтесь
создать проект или ставить цели, над которыми вы будете работать в этой жизни, иншаллах. Иншаллах, это поможет нам в могиле и в будущей жизни. Джазакум Аллаху хайран. Вассаляму алейкум. Просим Аллаха проявить к нему милость и даровать высшую степень в раю. Амин. النبي